Душа, пожалуй, самая загадочная и неизученная структура в теле человека. Миллионы верующих в течение многих тысяч лет прикладывают массу усилий для того, чтобы ее спасти. Но от чего мы ее спасаем и что нам вообще о ней известно? Согласно религиозным учениям, душа приходит в тело при рождении и уходит после смерти. А что говорит наука? Пролистав учебник по анатомии, мы не встретим в нем упоминания о душе, но если покопаться в истории, можно найти один очень интересный опыт. В 1907 году Дункан МакДугал предположил, что так как душа является источником жизненной энергии, она должна обладать массой. Дальше последовала серия опытов, в которых МакДугал измерял вес живых существ в момент смерти. В результате опытов он обнаружил, что вес человеческого тела уменьшается на несколько десятков грамм. В то же время вес тела собаки никак не изменялся в момент смерти. Возникает вопрос, что же происходит с душой после смерти тела? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, какую функцию выполняет душа. Душа – это дверь в мир Бога. Если в течение жизни личность соединилась с душой, прошла через дверь, образуется качественно новое существо, которое мы именуем ангелом. Но если слияние не произошло, душа попадает в другое тело, а сознание умершего образует пленку на душе, испытывая муки ада. А теперь давайте мысленно переместимся в 1977 год. В этом году судили всемирно известного маньяка за грабежи и изнасилования. В результате судебного процесса подсудимый был оправдан с диагнозом «множественная личность». Дальнейшая экспертиза показала, что внутри одного тела были заточены 24 человека. Точнее, заточены были не сами люди, а их сознание со всеми привычками и навыками. В определенных ситуациях они могли подключаться к телу и управлять им. Например, один из заточенных, коммунист, эксперт в оружии и боеприпасах, отвечает за физическую форму, обладает чрезвычайной силой благодаря тому, что знает, как управлять потоками адреналина. Другой – эксперт в науке и медицине с уклоном в гематологию, самостоятельно изучил арабский язык и суахили. С помощью логики и дедукции выяснил, что он не один в теле и вычислил остальных субличностей. Интересный факт заключается в том, что при подключении разных сознаний к телу последнее кардинально меняло свой облик. Изменялось все, вплоть до мелочей: осанка, походка, взгляд. Именно поэтому всемирно известный маньяк Билли Миллиган был оправдан. В ходе разбирательства следствию стало понятно, что не хватит жизни для того, чтобы овладеть всеми навыками, которыми обладал подсудимый. А следовательно, преступление совершал не сам Билли, а тот, кто захватывал власть над его телом и управлял им. Звучит как фантастика, но, к сожалению, это реальность, имеющая научное подтверждение. Множественные эксперименты, во время которых к подсудимому был подключен энцефалограф, показали, что при подключении разных сознаний к телу мгновенно становились активны различные участки головного мозга, что не свойственно для обычных людей. А теперь подведем итоги. Все субличности, находящиеся в Билли, умерли определенное время назад, а согласно религиозным верованиям, после смерти человек попадает либо в рай, либо в ад. Так как среди них были насильники и убийцы, ответ напрашивается сам собой: все они явно не в раю. На сегодняшний день зафиксирована масса случаев проявления умерших когда-то людей в живых телах. Зачастую это дети. Одни помнят свои прошлые жизни, другие говорят на языке, который они никогда не могли слышать. Третьи — лунатики, которые, просыпаясь, не помнят, что с ними происходило. И лишь в редких случаях субличности проявляются во взрослом возрасте. После всего услышанного возникает только один вопрос: как самому не попасть в такую ситуацию? И как закрыть дверь в потусторонний мир? Или нет никакой двери, и мы сами являемся носителями потустороннего мира?
Издревле было известно, что ад и рай находятся внутри человека. Об этом говорил Омар Хайям. Ад и рай в небесах, утверждают ханжи. Я в себя заглянув, убедился во лжи. Ад и рай не круги во дворце мироздания. Ад и рай – это две половинки души. Более подробно о том, как устроен человек, читайте в книге «АЛЛАТРА».